Театры Казани не расстались со своими зрителями. Организовали работу в онлайн-режиме. Как это сделано в театре Камала, говорим с Ильшатом Латыповым, заместителем директора театра по маркетингу и пиар. Доброе утро, Ильшат. Проект онлайн-театра. Как был задуман этот проект? Кто посмотрел, из каких регионов? Наш театр всегда занимал активную позицию в плане направления онлайн-трансляции, поэтому мы оказались одним из самых подготовленных, наверное, театров Республики Татарстан. Вся эта история с онлайн-проектами нам была хорошо знакома, потому что мы этим занимаемся уже несколько лет. Например, в 2018-2019 годах мы провели свыше 20 трансляций, которые посмотрело порядка 70 тысяч зрителей. И когда вот эта вся ситуация с коронавирусом начала развиваться, мы, в общем-то, были к ней готовы. В самые короткие сроки мы нашли решение, при котором зрители смогли бы смотреть наши спектакли текущего 114 сезона на нашем сайте при встроенном проигрывателе. Вот. И это очень удобно, потому что спектакли, во-первых, высокого качества, они с субтитрами. И чтобы их посмотреть, нужно всего лишь зайти на наш сайт, зарегистрироваться и внести любую сумму, которую ты захочешь. Цена не фиксирована. Вот. Таким образом, мы 2 апреля запустили, объявили о том, что мы открыли сезон онлайн-трансляций. И получается, за 10 дней всего было приобретено зрителями порядка 2200 трансляций. Вот. И самый популярный на данный момент спектакль – это «Махаббат ФМ» Ильгиза Зайниева. Его трансляции этого спектакля были приобретены порядка свыше 700 зрителей. Более 700 зрителей купили доступы к этому спектаклю. Вот. Интерес к постановкам наблюдается, причем не только в Татарстане. Мы зафиксировали, что спектакли смотрят также в Турции, в Нидерландах, Бельгии, Германии, Финляндии, среди российских городов и регионов. Лидеры – это Москва, Петербург, Самарская, Нижегородская области и Республика Чувашия. А чем заняты артисты в период самоизоляции? Все артисты живы-здоровы, все находятся на самоизоляции, при этом они не сидят без дела. Мы ежедневно выкладываем в наши соцсети видео и фото, чем заняты наши артисты. У нас даже есть специальная рубрика «Один день из жизни артиста», в рамках которой мы передаем актеру наши аккаунты в соцсетях, и он в течение дня выкладывает свой распорядок дня. Например, он показывает рубрику, или он показывает мастер-класс по дикции, или он читает стихи, ходит в баню, топит печь. Нашим зрителям интересно все, чем заняты наши актеры. Вот, помимо этой рубрики мы также сами участвуем и также сами запускаем челленджи. Танцуйте, пойте, пейте чай вместе с актерами театра Камала. Самое главное не терять связь со зрителем, напоминать постоянно о себе, потому что мы все, конечно, очень сильно скучаем по зрителям, по театру, по спектаклям. Вот, поэтому подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке. И да, и не забывайте про наш YouTube-канал. Когда вся ситуация с карантином и коронавирусом началась, мы сразу же выложили туда наш золотой фонд, лучшие спектакли в истории татарского театра, начиная от «Старика из деревни Альдермыш», продолжая «Плахой», «Мулла», «Галия-Бану», «Любовь бессмертная». Много спектаклей выложили, еще будем дополнительно добавлять. Вот, и даже не ожидали такого огромного интереса к этим спектаклям. На данный момент порядка 150 тысяч человек уже посмотрело эти видеозаписи. Мы тоже скучаем. Пожелания нашим зрителям, а значит и поклонникам вашего театра. И зрителям хочется, конечно, пожелать набраться терпения. Рано или поздно карантин завершится, и театр откроет свои двери.
А пока это не случилось, конечно же, все сидите дома, берегите своих близких, родных и не забывайте почаще мыть руки. До встречи в театре. Спасибо, Ильшат.